Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв». Меня зовут Ирина Ефимова. Огонь – крайне коварная стихия. Никогда нельзя быть уверенным в том, где может возникнуть пожар и почему. Все населенные пункты Якутии сейчас прикрыты подразделениями пожарной охраны федеральной и республиканской составляющей. Подразделения МЧС России задействованы в Усть-Майском и Алекминском районах, где ситуация наиболее сложная. О том, как проходит пожароопасный период этого года и о других сезонных рисках, расскажет сегодняшний гость моей студии Виталий Немцов, исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Якутии. Добрый вечер, Виталий Михайлович. Здравствуйте. Специалисты МЧС России, как я уже сказала, обеспечивают противопожарную защиту населенных пунктов Алекминского и Усть-Майского районов. Расскажите, что там, какие мероприятия проходят по их защите, что там делают ваши Ирина, я в целом бы хотел вначале сказать, что согласно сводного плана привлечения сил и средств на тушение лесных пожаров в республике сформирована общая группировка в количестве свыше 5300 единиц личного состава и около 2000 единиц техники. Непосредственно от Главного управления входит в этот состав аэромобильная группировка Главного управления в составе 90 человек, 11 единиц техники, одно воздушное судно авиационно-спасательного центра Хабаровского МЧС России. За прошедший период наша группировка, как вы уже правильно сказали, именно аэромобильное Главное управление уже применялось 11 раз на защиту населенных пунктов. Основная, конечно, выполнялась роль в Усть-Майском и Алекминском районе. Задействовано было в целом свыше 121 человека. И непосредственно сейчас выполняют еще работу в Алекминском районе по защите населенных пунктов 29 человек личного состава. Также я хотел бы сказать, что у нас сформированы сводные отряды для защиты населенных пунктов во всех наших охраняемых территориях, городах Федеральной противопожарной службы, Государственной противопожарной службы. Общим количеством 5 отрядов, 65 человек, 13 единиц техники. Но тема пожара у нас не в первый раз, да, и насколько если я правильно понимаю, именно ваша служба задействована тогда, когда возникает какая-то угроза населенным пунктам жизни и безопасности людей. Да, именно мы действуем в первую очередь при приближении 5-километровой зоны лесного пожара, защита его перехода на населенный пункт, ну, либо перехода с земель или иных категорий, опять же, на населенный пункт. Но сейчас порядок немножко изменился. С того года, согласно постановлению правительства Республики Саха-Якутия, мы, в принципе, в этом году уже реагировали и в 10, и в чуть более приближении, чтобы не было опасности риска. При наших ветрах, при нашем складывающейся интенсивности перехода, не дай бог перехода из наземного в верховой пожар, конечно, это может преодолеваться расстояние значительно быстрее. К сожалению, ненужные итоги 2021-2022 года уже были. Первый случай у нас был в 2021 году с переходом лесного пожара на населенный пункт в горном районе на Бяський-Вюль. Поэтому превентивно начинаете... Так точно, уже реагируем значительно раньше. Заранее. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 05 02. И, конечно, можно отправить вопрос в наше мобильное приложение. Чтобы его скачать, нужно отсканировать QR-код, который вы видите на экране, и потом в всплывающем окне задать вопрос. Ну, давайте вот так в целом, какая сейчас обстановка по пожарам по итогам первого полугодия какие-то? Лесопожарная. Хорошо, но я бы хотел сказать уже не по итогам первого полугодия, а давайте на сегодняшний день говорить. Да, давайте, если есть. Мы имеем цифры, следующие конечно. показатели. Мы сейчас имеем 763 лесных пожара на землях лесного фонда с общей площадью пройденной огнем свыше 1 500 000 гектаров, что значительно уже превышает по количеству и площади прошедший год, 22 скажу. Мы имеем 52 ландшафтных пожара на землях иных категорий с площадью пройденной чуть менее 6000 гектаров. И имеем, к сожалению, также 3 случая пожаров на особо охраняемых природных территориях, то есть заповедниках наших. Там площадь пожаров составляет 40 гектаров. Сразу хотел бы всех успокоить, что на сегодняшний день, это я назвал, конечно же, цифры общие с начала пожароопасного сезона, мы на сегодня имеем 51 лесной пожар, действующий на площади чуть более 212 тысяч гектаров, 33 из которых подвергаются тушению и 8 из которых локализованы. И, наверное, в план встанут сегодня на ликвидацию. Мы привлекаем сегодня общую группировку на территории республики свыше 1200 человек, задействовано 39 единиц техники, из которых 19 воздушных судов производят мониторинг, передислокацию личного состава при необходимости задействования с водосливными устройствами. Но локализация, это вот в переводе на простой язык, это значит, что угрозы населенным пунктам нету, его, значит, огородили, дальше он не распространяется и тухнет сам собой, правильно?
Локализация любого пожара, что лесного, что техногенного, предполагает отсутствие распространения его. То есть мы уже создали запас сил и средств для его дальнейшей ликвидации. Вот это предполагает собой слово локализация. Если говорить о непосредственно лесном пожаре, то, как правило, при нераспространении, отсутствии прироста в течение 5 дней, он переходит в стадию ликвидирования. Но, конечно же, мы производим полнейшее затушивание очага. А вот пожары техногенного характера, они отдельное место занимают. Вот возникновение пожаров по вине человека, там какая статистика у нас? Давайте я тоже назову специально статистические показатели на сегодняшний день. У нас в целом в республике на сегодня зарегистрировано 1203 техногенных пожара, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года меньше на 7%. В том году было 1299. Но, к сожалению, два других показателя, как бы, уважаемое население, жители не понимали меня, превышают статистику. У нас в этом году уже погиб, к сожалению, в огне 41 человек. При показателе этого года в 36 человек, то есть превышение у нас на 14%. И значительно выросло количество получивших травм различной степени тяжести от опасных факторов пожара. Непосредственно в этом году их 54 человека, в том 44. Понимаете, вот эти показатели самые нехорошие, внушают нам, к сожалению, соответствующие опасения. Проводим профилактическую работу. Вы спросили, что является основной причиной. Давайте я вначале скажу, что основным местом возникновения пожара, как и везде традиционно, у нас является жилой сектор. Более половины пожаров у нас приходится на жилой сектор республики. Но основными причинами традиционно являются следующие. Самое первое, которая на себя берет практически половину всех причин произошедших пожаров, это неосторожное обращение с огнем 46%. Следующее у нас по значимости, второе место занимает это нарушение условий и эксплуатации электроприборов. Ну и третье, нарушение условий и устройства эксплуатации печей. Ну вот не так давно был пожар в селе Усункёль, и тогда выжечь черопчинцам помог просто счастливый случай. Сосед увидел, что валит дым из окна. Но соседи на выручку приходят не всегда. Необходимо то, что среагируют обязательно. То есть лучше всего что делать? Сигнализацию устанавливать автоматическую? Давайте я про этот пожар чуть подробнее скажу. Здесь немаловажно, чтобы все наши слушатели услышали, что причиной этого пожара явилась неосторожность при обращении с огнем, а именно курение хозяина дома. Дальше, да, то, что вы сказали, безусловно, установка автономных дымовых пожарных извещателей будет способствовать раннему обнаружению, потому что он начинает срабатывать, он будет, если человек находится в состоянии сна, и помогает самоэвакуироваться, покинуть эти помещения. Непосредственно про тот случай, что вы сказали, к нам уже поступило с Чурапчинского района обращение главы на возможное рассмотрение вопроса о поощрении этого соседа, действительно проявившего и героические, и самоотверженные усилия, и спасшего как хозяина дома, так и его супругу. Но я хотел бы еще сказать о как минимум двух случаях. У нас был случай 28 июня этого года, где в Абыйском районе у нас оставили без присмотра 4 несовершеннолетних детей различного возраста. И только как раз-таки наличие автономного датчика пожарного извещения помогло им спастись, потому что средняя из детей проснулась и, разбудив старших, они покинули это помещение. Точно такой же случай, вот мы с вами, вы сказали, в Чурапчинском районе, это был случай 7 августа, а 8 случился тот же случай. Причина была та же, к сожалению, при курении, где тоже все-таки при сработке АДПИ получилось спасти и без вреда для жизни и здоровья 2 несовершеннолетних детей. Поэтому я всем предлагаю действительно отнестись к этой проблеме, к установке АДПИ очень серьезно. У нас в республике действует соответствующая программа, но она действует в рамках оказания помощи малоимущим, испытывающим трудности. А как бы я советовал бы эту работу вести каждому из нас в своем жилом секторе, оберегая свою жизнь. Но это в основном все-таки деревянный жилой сектор ведь? Конечно, потому что это относится к классу пожарной опасности, к 5-й категории по пределу огнестойкости. Это то, что непосредственно в простонародье скажу, но он очень быстро уничтожается огнем. В действительности, да, если говорить о других строениях, они обладают большей степенью огнестойкости. Непосредственно, да, в большей степени это нужно вот в жилище 5-го. Нет, ну понятно, что детям спички не игрушка, а вот хозяин дома-то, получается, сам
сам курил и Да, он сам явился инициатором, вот, внес источник зажигания, классический треугольник нам говорит наличие источника зажигания, как я уже сказал, кислород воздуха всегда присутствует, ну и горючее вещество. Здесь, как говорится, личная, к сожалению, нерадивость этого человека привела к пожару, к уничтожению жилища, но, как мы уже вам сказали, и вы это констатировали, сосед помог спасти жизнь, здоровье их, смог спасти, разбив стекло, окно, он помог им покинуть горящее помещение. Ну, вот про пожароопасность леса, да, высокие классы пожароопасности, нам говорят, сохраняются. Вот по сравнению с 2021 годом, я так понимаю, стало лучше. По сравнению с прошлым годом, вот, по вашей статистике, вроде бы и не лучше. Как это можно оценить вообще, насколько нам вот зондировщики эти помогают? Насколько нам помогает то, что сейчас больше сил и средств задействовано в противопожарных мероприятиях, вообще в целом? Попытаюсь по порядку, Ир. На сегодняшний день у нас сохраняется чрезвычайно высокий 5-й класс пожарной опасности в лесах в 3 районах. В Намском, Горном и частично в восточной части Нерюнгринского. Высокий 4-й класс пожарной опасности у нас в Оленёкском и Устьянском? Очень извиняюсь. Нет, и Верхоянском районах, да. Это, конечно, я говорю по информации, предоставленной гидрометеорологией нашей. В сравнении с 2021 годом, тут, наверное, нам сравнивать не надо. Там огромные были площади, пройденные огнем, большое количество пожаров лесных. Но в этом году мы уже превысили показатель по количеству пожаров и по их площадности по 2022 году. Почему? Ну, во-первых, предыдущий год был более дождливый. Несмотря на то, что сезон начался пожароопасный буквально, он почти всегда происходит 11-14 до середины мая. На несколько дней он начался в 2022 году раньше, но он был более дождливый. И, наверное, более среднестатистический, наверное, вот этот год по отношению к 2022. Площади я вам уже и общее количество назвал. Вместе с тем хочу также напомнить, что в 2021-2022 у нас были в 2021 первый, 2022 второй случаи перехода лесных пожаров на населенные пункты. И, слава богу, самое главное, что благодаря принятым оперативным мерам, в первую очередь администрации муниципалитетов, направленных туда представителей правительства, работе задействованных сил и средств, в том числе аэромобильных группировок Главного управления, нам удалось не допустить травмирования и гибели людей. К сожалению, в отличие от других субъектов. Вот. Как сложится дальше у нас обстановка, мы еще ожидаем ее возможное осложнение, с учетом вот сегодня очередной раз состоялось заседание постоянно действующего оперативного штаба, он у нас проходит каждый божий день в 17 часов. Тоже прогнозная составляющая нам на ближайшие дни говорит о том, что дожди прекратятся, которые нам, безусловно, сейчас помогли, но мы еще должны быть во всеоружии и ожидать, как бы, готовить резервы сил и средств для возможного их задействования. Ну и также, опять же, для понимания хотел бы сказать, что даже в этом году у нас были дни, когда максимальное количество пожаров однодневное превышало цифру 170, а площадь в это время превышала 700-800 тысяч гектаров. На сегодня, как я только что вам озвучивал, у нас 51 действующий на площади 212 тысяч. Вот. Все познается в сравнении. А вот сотрудники, получается, прибывают на помощь из других регионов России ведь тоже, да, вы сказали, из Хабаровского края? Да, я хотел бы озвучить, что у нас задействование сотрудников МЧС предусмотрено, но в силу того, что мы, аэромобильная группировка Главного управления, справляемся, в этом году не производилось. Но вместе с тем в рамках межрегионального маневрирования сотрудников лесопожарных формирования у нас с 4 июля по 10 августа привлечено уже свыше 770 указанных человек, да, лесопожарных формирований. Основные наши помощники — это Бурятия, Забайкалье, Красноярск, Архангельск. Вот я бы хотел, пользуясь случаем, наверное, в том числе поблагодарить их за ту оказанную помощь, которую они действительно вносят свою лепту в борьбу с пожарами на территории нашей необъятной республики. И добавить также тем, что вы до этого меня спрашивали, почему еще в этом году снижение, по крайней мере, показателей и резонансности от пожаров. Да, у нас в том году серьезно, благодаря, ну, к сожалению, итогам 21-го все познается в сравнении, повторюсь, и вот тот резонанс, он на федеральном уровне
было принято решение об увеличении группировки у нас в республике практически в 2 раза. Были выделены более серьезные финансовые средства на выполнение переданных части полномочий по охране лесов. Ну и в том числе, конечно же, наша республика тоже не осталась не в стороне, увеличила выделение республиканских средств, что позволило перевести на постоянную основу. Раньше у нас они были как только их брали на время, тех же лесопожарных представителей. А добровольцы сейчас не привлекают? У нас в сводные планы, которые я сказал, где у нас свыше 5300 человек, входят также население по улусам, районам, которые привлекается. Мы их сейчас тоже активно задействуем. Мы называем их в этой ситуации мобилизованными. И волонтеры, вот эти вот добровольцы, они, оказывая посильную помощь, в том числе получают финансовые средства из республиканского бюджета в зависимости от отработанного времени на пожаре. Вот в Мирнинском районе не так давно прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту. Вот что такое вообще пожарно-прикладной спорт? Это детские соревнования, я так понимаю. Какие там они результаты показывают? Но если был поставлен вопрос, что такое пожарно-прикладной спорт, это симбиоз легкой атлетики, прыжков, ну и так далее. Очень серьезный вид спорта. Соревнования, о которых вы говорите, прошли 8 августа. Они были приурочены к 374-й годовщине со дня образования пожарной охраны и 100-летней годовщины со дня образования физкультурного движения в Республике Саха-Якутия. То есть двум знаменательным: и федеральной дате, и республиканской. Там приняли у нас участие 6 команд. Подростки в возрасте от 14 до 17 лет. В рамках этого соревнования было 2 вида. Одевание боевой одежды, естественно, на скорость, и боевое развертывание от автоцистерны с подачей ствола. Показали хорошие, очень хорошие даже по уровню с нашими профессиональными пожарными ребята секунды, время показали хорошее. Но я бы хотел также сказать, что это мы с вами осветили Мирнинское мероприятие. В рамках Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона у нас проходят серьезные мероприятия, их несколько в году, связанных с пожарно-спасательным спортом на республиканском уровне. И хотел бы осветить для всех наших жителей, населения республики, что мы, наши, как и сотрудники, так и представители юноши и девушки принимают участие по возрастным категориям. Кстати, юноши и девушки приносят еще большее количество баллов по бальной оценке в рамках соревнований на уровне Дальневосточного федерального округа, где наша команда в этом году заняла 2-е призовое место, и во всероссийских соревнованиях, где тоже наши представители показывают хорошие результаты. Я вот даже не знала, что это прям отдельный вид спорта, это считается? Это отдельный вид спорта, он проходит на международном уровне тоже. Но если вернусь все-таки к тому, что вот вы правильно сказали про прошедшее в Мирном, и у нас на нашем уровне проходит, в том числе хочу лепту тоже и слова благодарности сказать Всероссийскому добровольному обществу, очень серьезно нам оказывают помощь в проведении соревнований, в поощрении, в чествовании юношей и девушек. Так вот, конечно, все это способствует и патриотическому воспитанию молодежи. Ну и, конечно же, уже сейчас они же все-таки у нас представители, учащиеся общеобразовательных школ, способствуют и общему повышению в вопросах жизнедеятельности в самих школах, потому что вот эти вот ребята, они уже знают вопросы и участвуют в тушении пожара, пусть еще пока условного. Ну и на последующее, собственно, это наша смена в рядах пожарных спасателей. Но периодически пожарные учения и у вас проходят, причем локации, легенды прохождения учений каждый раз разные. Вот, что показывают результаты таких учений? Там у них заданный сценарий или нужно там решение быстро принимать по ходу? Я бы хотел немножко поправить. Они проходят не периодически, они у нас проходят практически постоянно. Это требование наших руководящих документов, да. Мы их разделяем на теоретическую и практическую составляющую. В рамках теоретической составляющей мы должны разработать и откорректировать, проверить на действии документы предварительного планирования боевых действий. Это оперативные карточки, оперативные планы тушения пожара. В основном они разрабатываются на объекты с массовым пребыванием людей, на критически важные объекты, ну, к примеру, на нефтебазы и так далее. В рамках практической составляющей. Да, вот самое зрелищное. Это я еще пока рассказываю до того, как мы дойдем до слов ПТУ и РПТЗ. Это пожарно-тактические учения и решение пожарно-тактических задач. Мы проводим серьезные занятия с нашими пожарными спасателями на огневой полосе, препятствие психологическая полоса. Проводим занятия
в теплой дымокамере в непригодной для дыхания среде. А вот непосредственно уже при проведении учений и решении пожарно-тактических задач основная задача там ставится водная по условному пожару. Самое главное — взаимодействие с администрациями объектов, безусловно. И, конечно же, также мы проводим ту же корректировку оперативных планов карточек тушения пожара, уточняем источники наружного внутреннего пожаротушения, ну и, естественно, проводим потом разбор проведенных учений с выставлением оценок. Мгм. Во многих населенных пунктах Якутии сегодня сохраняется задымленность, и это, синоптики объясняют вроде бы тем, что из Хабаровского края дым к нам принесло в республику. Вот какие-то есть рекомендации, как себя вести в условиях дыма? Конечно, есть. Вначале хочу подтвердить слова наших синоптиков. Да, действительно, космоснимки и направление ветра нам дают понимание того, что основная задымленность, которая у нас совсем недавно еще была как в столице, так и в центральных районах, была связана с пожарами в Амурской области, в Хабаровском крае, ну и частично еще также прихватывала с нашего Усть-Майского района. Сейчас, как вы видите, обстановка в столице изменилась. Надеемся, что она такой будет оставаться. К слову сказать, сотрудники Роспотребнадзора работают сейчас в серьезнейшем режиме. Наверное, как минимум уже последние 2 недели. Максимально чуть ли не до 100 отборов проб. Проходит мониторинг атмосферного воздуха. Выявляются, конечно, там, где превышение. И оперативное информирование населения через СМИ, через интернет-портал, сайты Роспотребнадзора, через наш сайт Главного управления. Теперь перейду к вопросу, как защититься. Ну, конечно, в первую очередь, по возможности нужно исключить выход в эти дни, в это время на улицу. По возможности поплотнее закрыть окна, шторы, возможно, даже закрыть окна простынями, смоченными в воде, самим как можно больше употреблять воды, чаще принимать душ. Безусловно, мы с вами понимаем, что основное воздействие будет оказывать на аллергиков, на больных, на астматиков, с верхними дыхательными путями, на пожилых людей. По возможности нужно оградить их от выхода. Ну и, конечно, обращаюсь к детям, к нам неравнодушным, обеспечить их всем возможным, чтобы у них не было необходимости выхода на улицу. Но если все-таки эта необходимость присутствует, тогда, конечно, хотя бы пользоваться марлевыми повязками. Тоже меньше в это время нужно понимать все-таки воздействие на организм физических упражнений делать, те же самые пробежки. Ну и обращаясь к такой категории, как велосипедисты, автолюбители, нужно понимать, что потеря видимости у нас и также воздействие на физические, в том числе получается, что и на реакцию человека, тоже по возможности ограничить пользование и как минимум осторожнее, да, потому что уменьшается зона видимости. Наверное, это самые такие простейшие. Так, но вы же не только в огне работаете, но и в воде, да? Вот на территории республики у нас навигационный сезон для маломерных судов в самом разгаре происходит. Ну, кто-то приобретает такие лодки для охоты и рыбалки, для кого-то это единственный вид транспорта, моторка для передвижения сенокосных угодий своих. Вот, много тех, которые используют для семейного отдыха, для отдыха с друзьями. Вот какая обстановка на водных объектах сегодня? Вы правы, да, у нас это очень распространенный вид транспорта. Непосредственно в республике у нас свыше 45 тысяч судовладельцев. Я, конечно, говорю о маломерных судах, используемых в некоммерческих целях, потому что только этими цифрами, которые у нас в нашей госинспекции по маломерным судам, я и могу апеллировать, и ими я апеллирую. И свыше 40 тысяч у этих 45 судовладельцев судов. Вот. Сам у нас навигационный период начался практически традиционно с 5 июня, с центральных районов, ну и так дальше. Продолжится, как правило, до середины сентября. Мы проводим серьезную работу здесь, направленную. Ну, да, хотелось бы также сказать, что купить мало средство транспортное, нужно его произвести регистрацию. Для этого нужно, если вы будете использовать в некоммерческих целях без получения прибыли, обратиться в ближайшее подразделение нашего Центра государственной инспекции по маломерным судам. В рамках того, что вы тогда, давайте сразу отвечу на вопрос по статистике, что у нас в этом году складывается. Но мы в этом году уже имеем на сегодняшний день, к сожалению,
55 случаев происшествий на водных объектах. К сожалению, с гибелью 53 человек и 4 человека у нас пропало без вести. То есть, к сожалению, 4 держим, извиняюсь за это арифметическое слово, в уме, но пока как бы нет подтверждения. Показатели, казалось бы, чуть ниже, чем в том году. К примеру, в том году у нас 60 человек погибло. Но мы имеем огромное превышение, целых 11 среди вот этой мною названных этого года происшествий. Это происшествия с несовершеннолетними. И, к сожалению, 12 детей у нас на воде погибло, что уже превышает показатель того года. А у нас еще, как видите, пока что навигационный период идет. Что хотелось бы здесь сказать? Основные причины у нас самые главные, этого сразу их освещу, это следующее. Это, конечно, купание в несанкционированных, необорудованных местах. К сожалению, купание в соответствующем-несоответствующем состоянии, а именно АО. Алкогольное АО, опьянение. да. И, конечно же, вот то, что я сказал про несовершеннолетних, самая огромная боль, потеря, это у нас оставление малолетних детей без призора. Несмотря на то, что в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации есть соответствующая статья 5.35, мы ее тоже активно используем, но хотел бы обратиться ко всем бабушкам, дедушкам, отцам и матерям, пожалуйста, не забывайте, что малолетние дети, тем более, особенно вот в те дни, которые у нас жара, мы и сами бы рады окунуться в любую нашу озеро, речку, но дети тем более. Если вы отдыхаете, не забывайте, что они все-таки более подвижные, шустрые, не оставляйте их, пожалуйста, без присмотра. Про административную ответственность, это я сказал, это не без припугивания, но не дай бог мы потеряем, тут никакая административная не поможет. Крайний, кстати, раз, вот мы заседали на этой неделе буквально в рамках Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних, в том числе этому уделялось самое пристальное внимание, и мы сейчас тоже пытаемся проработать новые формы как бы работы, воздействия. Ну, если позволите, хочу озвучить то, что мы и так сейчас уже делаем. У нас разработана в рамках всего года акция «Вода. Безопасная территория». Это, конечно, мы ведем и в зимний период, но это касается ледовых переправ, безопасности, допустим, на них. Сейчас в рамках навигационного и особенно купального сезона, но у нас на сегодняшний день как бы пляжи уже все закрылись официально. Дальше серьезную работу ведем в детских оздоровительных лагерях. Вот в период сейчас прохождения, в том числе детского оздоровительного отдыха, у нас выезжают туда и сотрудники ГИМС, и сотрудники государственной противопожарной службы для проведения по соответствующим тематикам занятий с детьми, с показом пожарно-спасательной и техники ГИМС, с показом инвентаря, которым можно спасать. При проверке судовладельцев наше самое главное мероприятие, которое мы уделяем, это, конечно же, проверяем наличие удостоверения на право управления судном у судовладельца, наличие судового билета, то есть документов на само судно, ну и, конечно же, наличие и исправность средств спасения. Вот, кстати, только за вот эти вот 3 основные мероприятия, которые мы проверяем, в этом году уже составлено 280 административных дел, то есть 280 человек привлечены к административной ответственности за нарушение тех или иных норм Кодекса административных Но в правонарушений. основном, получается, несчастные случаи на воде, вот вы сказали, связаны с купанием, то есть не с судами. Ну, Нет, да, основное связано, вот, к сожалению, вот, с купанием в несанкционированных местах. А наибольшее количество случаев зарегистрировано вот в Якутске, в Амгинском, Мегино-Кангаласском районах, правильно? Ну, немножко сейчас уже другая информация. Это у нас сейчас Нерюнгринский, Амгинский и Чураптинский районы. Кстати, в этих районах допущена гибель по 4 человека. Вот поэтому вот в этих у вас немножко устаревшая. Немножко устаревшая информация, да? А какие вообще вот, мероприятия проводятся? Кроме тех, что я сказал, мы проводим, и хотел бы сказать, что это не только мы. Мы активно взаимодействуем с общественными объединениями. По работе, мы сейчас о воде говорим, мы работаем с указанными комиссиями по делам несовершеннолетних как республиканского, так и районно-улусного уровня. А в нее входят представители всех органов, в том числе представители МВД. Пытаемся профилактировать вот оставление малолетних без надзора у воды. Проводим серьезные мероприятия в рамках школьной работы, школьной, общаемся при проведении родительских советов в школах с детьми. Туда приходят тоже сотрудники ГИМС с показом снаряжения, оборудования и простейшими методами как плавания и обучения, в том числе плаванию, так и, конечно же, оказания помощи при этом. Ну,
Работу ведем, вместе с тем наверняка, вот давайте быть объективными, с учетом того, что превышение показателей по детской гибели в этом году серьезное, нужно еще действительно продумывать новые методы, больший охват, но и призываю еще раз все-таки в первую очередь к пониманию родителей, все-таки соблюдению своих родительских либо опекунских прав. Мгм. Ну, вообще сезонные риски находятся на особом контроле у вас. Вот уровень травматизма в зависимости от времени года, наверное, меняется, и характер травм меняется. Да, конечно, мы должны с вами понимать, но если говорить о пожарной составляющей, то у нас основные риски, к примеру, при входе в осенне-зимний и при выходе с него, потому что при входе у нас еще нет отопления, мы начинаем все активно использовать электрообогреватели различного рода, возможно, даже Самые пожароопасные. самое пожароопасное, те же печи, но без соответствующего притопочного листа и так далее. А почему при уходе с него тоже, когда уже отключают отопление, еще прохладно, ну, собственно, тот же самый эффект, тот же самый. По зиме у нас основные, конечно, риски связаны вот с работой по ледовым переправам, где тоже серьезные происходят нарушения, либо превышают вес, либо еще при закрытии ледовой переправы пытаются использовать, эксплуатировать нерадивые автолюбители, в том числе извлекающие из этого выгоду, но это бог с ним, их выгода, это их дело. А вот когда страдают люди, то это уже уголовно наказуемое деяние. Поэтому хотел бы вот вам, уважаемые коллеги, автолюбители, напомнить о соблюдении вами тех же обязательств перед тем, кого вы перевозите. Мгм. Ну и совсем скоро уже начнется новый учебный год, и также вы проводите проверки объектов образования. Вот там что утешительного? Есть нарушения, нет нарушений? Нарушения есть. Я вам хотел бы сказать, что у нас на учете состоит в целом по республике 2113 объектов образования. Сразу скажу, что выявлено на них свыше 1000 нарушений. 102 объекта образования, не пугаю сейчас ни родителей, ни директоров, ни преподавателей, но пока еще находятся с нарушениями. А из выявленной свыше 1000 устранено половина. Ну, как вы меня слышите. Какого рода это обычно? Сейчас назову. нарушения? Там Сейчас назову, серьезные Ирина. какие-то или... Безусловно, я назову только самые серьезные, их 2-3. Но я еще хотел бы сказать то, чтобы все понимали, что в силу того, что в законодательство внесены были изменения, наверное, вот из 2113 мы четвертую часть, чуть больше 500, подвергли контрольно-надзорным мероприятиям в рамках плановых и внеплановых надзорных мероприятий, а 900 с чем-то, то есть мы еще пока не все охватили, чуть-чуть еще осталось, мы подвергли профилактическим визитам. Это немножко другая мера профилактической работы, где мы всего лишь можем выдавать при наличии выявления нарушения требований пожарной безопасности предостережения. Предостережения. Если говорить, как я вам обещал, по характеру нарушения, то у нас основные следующие. Это несоответствие либо нарушения по путям эвакуации, какие там могут быть нарушения, либо отделка сгораемыми материалами, либо захлабление за их заужение где-то. Второй момент у нас либо отсутствие, либо неисправность автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления людей при эвакуации. Ну и третий момент, допускается у нас случаи отсутствия огнезащитной обработки кровель, вот как раз таки деревянных школ. Кстати, хотел бы также сказать, немаловажный момент, с 21 по 23 год включительно у нас очень большое количество пожаров в школах. А именно у нас 22 случая произошло в 2021 году, и по 3 случая на объектах образования у нас произошло как в 2022, так уже в текущем 2023. Все, дай бог, были без травмирования гибели, но чаще... Но они были во время, в учебное время или? Как правило, они были во внеучебное. Вот, к примеру, в одном из улусов сгорела школа деревянная. К сожалению, пока что вынуждены до сих пор дети обучаться не в школе, а в приспособленном здании рядом расположенном. Ну и не забываем, конечно, и какая теперь это проблема для обучения и детей, и для родителей. И, конечно же, отсутствие нормальных условий для жизнедеятельности учащихся. Ну, конечно, ждем того момента, когда у нас деревянных школ не останется, в общем. Вместе с тем, даже когда их не останется, дай бог это было быстрее, мы не должны забывать о соблюдении требований пожарной безопасности, соблюдении противопожарного режима. Ну что ж, спасибо вам большое за беседу. Думаю, что многие сделали для себя какие-то выводы.
Желаю вам благополучия, успехов в вашей нелегкой работе. Спасибо большое, Ирина. Всего хорошего. На этом программа «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.